Мы вообще начинаем являть себя миру чеченцев. У нас очень неразработанная история. Ты пожалеешь то, что вообще начал за это браться. Почему так важно, вы акцентируете именно на этом? Мы в киноиндустрию должны ввести чеченцев. Исторические моменты нужно знать досконально. Рано или поздно мировому сообществу придется с этим считаться. Вот такие острые углы мы обходить как будем? Есть ли у нас какой-то план или мы будем над этим тоже работать? Если не можешь, пиши стихи. Если ты плюнешь историю прошлого, то обязательно ожидай, что рано или поздно он прилетит с будущего. Ребята, которые занимаются кино, они увлечены нашей историей. Это самое дорогое. Вот дать много денег, появится хороший фильм. Я не очень в это верю. Национальный чеченский колорит, скажем так, характер чеченцев, отраженный в чеченском кино. Вы знаете, критерии нравственности у всего человечества одни. В чем опасность? Это ужас, это кошмар. Мы другие люди. Я вот верю в то, что наш кинематограф имеет большой потенциал. Я надеюсь, что мы сумеем и этих ребят обучить чему-то. Художник волен рисовать как угодно. Тут никаких вопросов нет. Но он может себя рисовать. И от своего имени. Но не народ. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Меня зовут Абу Бакар, и сегодня этот подкаст будет посвящен прошедшей ныне кинофестивалю традиционного кино, который прошел у нас в Грозном, БАРТ. Кинофестиваль прошел, но остались вопросы, собственно, ради чего мы сегодня здесь собрались, чтобы ответить на них, чтобы понять, что это было, зачем мы это сделали и самое главное, что будет дальше. Как нам превратить этот разовый праздник в ежегодную традицию, а потом уже выйти на международный уровень. Со мной сегодня в студии 3 человека, без которых этого фестиваля не было бы. 3 взгляда на одно событие. Организатор, культуролог, историк. Итак, наши гости. Председатель регионального союза кинематографистов, председатель общественного совета при Министерстве культуры и член Союза кинематографистов России Харон Хидаев. Доктор философских наук, культуролог, профессор, член жюри Мазаева Тамара Адамовна. Историк, киноконсультант, общественный деятель и блогер Башлам Чимаев. Ну что, друзья, мы начинаем. Первый вопрос. Мне хотелось бы обратиться к Харону, к председателю регионального союза кинематографистов нашей Чеченской Республики. Харон, скажите, пожалуйста, как председатель союза и как организатор этого фестиваля, какие задачи вы ставили перед собой, перед командой, и что из этого удалось реализовать в полном объеме, и что, конечно, хотелось бы вам подтянуть в следующий раз? Ну, если говорить о фестивале в целом, основная задача фестиваля состояла в том, чтобы определить, насколько интересные работы есть у наших чеченских кинематографистов, познакомиться с ними лично, с их творчеством и определить дальнейшую дорогу, чем можно им помочь, как их можно сорганизовать. И вот эти задачи мы в основном ставили перед собой. Для этого нужно было провести вот такой кинофестиваль. Как вы считаете, получилось у нас это реализовать? Я считаю, что, и не только я считаю, и многие наши участники и зрители уже после фестиваля подчеркивают, что фестиваль был очень интересным, что для нас очень приятно. Но в целом мы свою задачу по организации фестиваля выполнили. Я считаю, что это начало для создания нашего киносообщества уже на другом уровне. Поэтому кинофестиваль был необходим, и он свою задачу выполнил. Тамара, вы добавите, вы тоже были членом жюри. Как вы считаете, как бы вы ответили на этот вопрос? Но я думаю, что это очень хорошо, что такой фестиваль затеяли, во-первых. Мы даже опоздали, это давно надо было сделать.
потому что сегодня визуальный вообще мир, он очень значимый, особенно для молодежи. Я думаю тоже, что фестиваль состоялся, и, как мне кажется, я, конечно, очень пассивно участвовала в его организации, но фестиваль удался из-за, мне кажется, из-за его организаторов, вот, из-за того настроя, который у них был. Это они с таким энтузиазмом готовились к этому, так просто не все, причем были вовлечены. И это очень здорово, значит, вот это назрело, необходимость это назрела, и слава богу, что мы смогли это сделать. Башлам, и ты, может, что-нибудь добавишь? Ну, после таких слов, когда говорят наша интеллигенция, немножко сложновато, но со своей стороны скажу, что да, я тут полностью поддерживаю слова и Харона, и Тамары. Да, мы чуть-чуть опоздали, но это нужно было сделать рано или поздно. И это очень значимо и важно для нашей республики, которая переживает рассвет Ренессанса. Как мы знаем, если все возрождается, если растут города, если растет все, куда же уходит наша культура? Поэтому киноакадемия, киностудия, да и индустрия кино – это очень важный, неотъемлемый фактор, как говорит Тамара. Без него никак нельзя. Сегодня все сидят или в интернете, или в кино, поэтому думаю, что прошло, конечно, на высшем уровне, своевременно. Ну, как и везде, мы должны понимать, что первый блин бывает комом, поэтому вся критика, которая там есть, даже если есть, мы ее воспринимаем в свой адрес и согласны с этим, но стоит отметить самый важный фактор. Это впервые в нашей республике. Тамара, следующий вопрос я хотел бы вам адресовать. Вы как доктор философских наук, вот как вы оказались в жюри? Вот, что для вас лично привлекло в этой роли? Это сложно сказать, потому что я не знаю, каким образом вот организаторы фестиваля, в частности Харон Хадитаев, может быть, в каких-то разговорах я свою любовь к кино сказала, или ему показалось, что я интересуюсь этим. Ну, в общем, когда меня пригласили, несмотря, честно признаюсь, на какую-то сумасшедшую занятость, я не сочла возможным отказаться, была очень горда, что мне доверили такой вот отбор фильмов, и не пожалела об этом. Я просто вот могу сказать, что была приятно удивлена. Больше 40 фильмов. И многие из них талантливые. Может быть, это не доведено до совершенства. Но вы знаете, когда работает талантливый человек, даже если ему это не удается завершить и сделать вот целостно, все равно это видно. Я добавлю, Тамара скромничает. Она, во-первых, член Совета по кино, который у нас при Министерстве культуры приказом министра создан в 2022 году, если не ошибаюсь. И она очень активно участвует во всех наших мероприятиях, связанных не только с кино, но кино – основная наша тема в Совете по кино. Поэтому у нее очень острый ум, и она очень хорошо чувствует структуру кино. У нас часто бывают с ней спорные моменты, но мы разрешаем их мирным путем. Я считаю, что у Тамары очень большая роль, она вообще бесценна в нашей системе. Основной наш помощник оценки не только кино, и вообще всей нашей работы. Поэтому, Тамара, я считаю, что вы просто достойное место занимаете в нашей культурной жизни. Харон, мне бы хотелось и вас спросить, насколько для вас было трудным собрать этих людей, жюри, также команду, с какими трудностями вы сталкивались, и вообще насколько это было трудно все это собрать и направить в одно русло? Ну, любое дело, которое мы начинаем с нуля, оно сопряжено с трудностями, с какими-то усилиями. А кинофестиваль
это вообще совсем другая категория, особенно для нас, где мы и не знали, в принципе, что мы имеем. Я примерно представлял себе, там несколько человек занимаются кино на любительском уровне, и их работы тоже я примерно знал, насколько они имеют какую-то творческую ценность. Но, в общем, из 2-3 фильмов фестиваль не создают. И когда я начал дальше изучать нашу вот эту кинообщность, я начал обнаруживать, что там не только вот тот круг, который я уже изучил. Там, оказывается, еще есть у нас ребята, которые занимаются кино, но они каждый у себя там, для себя занимаются. Это фанаты, которые для себя создавали фильмы. И я решил этих ребят тоже выявить на свет и показать их народу. И вы знаете, оказывается, среди них были по-настоящему интересные работы. Это меня очень подстегивало. И все трудности, конечно, бывают, но когда ты видишь, что конечный результат, ты уже предполагаешь, что если ты вот этот фильм, вот этого парня, который занимается на последние свои гроши, снимает фильм, и на такую интересную тему он разрабатывает, и ты понимаешь, что ты этого парня поддержал, ты его работу показал людям, и насколько он счастлив от того, что он сумел поделиться своим мироощущением с людьми, в конечном счете, это же у них главная цель их. И это меня очень подогревало, и я понял, что у нас фестиваль должен состояться, и его нужно довести до конца. И вот на этом пути я очень рад и благодарен и Министерству культуры, и Министерству по национальной политике за ту помощь, которую они оказали, не только моральную, но и материальную. Без этой помощи мы, конечно, не сумели бы все это организовать, но с общими усилиями мы этот фестиваль провели. Я сам, как кинодел, могу тоже подтвердить, что на самом деле очень важно бывает поддержка, потому что у нас в республике, на самом деле, скажем так, кинорынка нету, у нас на стадии зачатка все. Молодые ребята, которые просто стремятся, им нравится эта работа. Поэтому я понимаю, о чем вы говорите, это очень важно. Башлан, к вам бы хотелось мне обратиться. Вы как историк, и на самом деле я вас помню еще в свои студенческие годы, только вы меня опередили чуть раньше, да, вы выпустились. Вы как попали в мир кино? И вот стали киноконсультантом, потому что много раз я замечал, что в титрах всегда вы Да. светитесь. Ну, скажем так, моя деятельность непосредственно сопряжена с историей. С историей, с культурой. Ни в коем случае не настолько профессионально, как у Тамары. Это наша элита. Ну, дело в том, что сегодня, как мы говорим, является рынок, потребность нашей молодежи очень нуждается, рассвет и национальной политики, возрождение истории. Само собой, я с многими людьми общаюсь, и так получилось, что мы состыковались с Амадом Аюбом. И мы начали обсуждать, и я с ним знаком довольно-таки давно. Мы из, так сказать, династии красных бородачей, так сказать. Но так получилось, что моменты в истории мы столкнулись, как раз это была первая встреча, кажется, Тамара, Гарон, мы собрались вместе. И при обсуждении мы столкнулись с многими вопросами. Дело было в том, что был снят фильм про шейха Мансура, вы знаете, великолепный. Если коротко, это, само собой, забежать чуть назад. С Амадом, когда сняли, Амад приложил туда неимоверных сил и личных ресурсов. Мое-то дело история, а вот Амад очень... Мы много с ним эти вопросы обсуждали, и так получилось, что мы сперва выложили в социальные сети этот фильм. И вы знаете, я не ожидал такого.
вот именно что касается кино, я не думал, понятно, короткие фильмы, микрофильмы, там, 2 минуты, полтора, рилсы. Но тот, кто занимает в благосфере, понимает, о чем я говорю. Это одно, но когда начали десятки тысяч, продолжение когда фильмов, когда... И потом получилось, Харон тоже заметил, Амада позвал, и там оказались, и потом мы обсуждаем, потом мне понравилось очень сильно, как Тамара жестко прошлась на меня с Амадом, с Катком, Харон прошелся, то есть вопрос не в том, что фильм был плохой, вопрос, что в нюансы, а когда старшая наша интеллигенция, наше лицо, помогает, не критикует просто, а помогает и поддерживает, что мы встретили в лице и Харона, и нашей уважаемой Тамары, я понял, что мы на правильном пути. Идеи, конечно, великолепные есть, но скажу честно, Амаду, я бы в благосфере и вообще в истории сейчас в интернет-пространстве это все коротко, раз, рассказал людям важные моменты. Потому что больше 5 минут обычно никто. Но я говорю, такого ажиотажа я не ожидал. Причем очень взрослые люди, а мы знаем, что шейх Мансур является одним из самых главных национальных героев, первый имам Кавказа. И я скажу, что Харон нашел бриллиант, Тамара его огранила, и он стал тем, что он стал. И вот так с каждым человеком, который начинает снимать фильмы. Будь то это ты или кто-либо другой. И самое важное, мы-то тянем к себе, более того, кто изучает историю, по культуре. А история и культура это неразрывно, потому что Тамара по каждой тютелька, одежда, шов, головной убор, борода, цвет глаз, все заметила. И это было очень важно. Поэтому и Амад, и мы, Харон, конечно, как профессионал своего дела, по самому фильму, в принципе, не было. А вот остальное, чтобы люди завтра не сказали, а это было другое, это было так. То есть нам с такими, так сказать, гигантами намного проще. И исторические фильмы на самом деле это крайне и очень сильно большая необходимость для нашей республики. Это просто, если честно сказать, я думаю, ты и сам понимаешь, если мы с тобой, как говорится, закончили и историческую культуру, это сегодня, кто бы что ни говорил, население наше растет. 1,6 миллиона человек. Все адач диес, гыллах диес, истории диес. А идеи смудуются. Если нету таких мест раньше, как старшие собрались, где-то там рассказали, этого нету. И эту дорогу нам сегодня дает Харон. Как по этой дороге идти, нам помогает Тамара. Наше дело малое, мы берем историю, мы исправляем, мы показываем свое видение, консультируем, и тогда получается великолепный продукт. Я нисколько, конечно, мы не претендуем, не говорим, что мы там Голливуд, даже не индийский Болливуд, да, но я знаю, что эта необходимость есть, и что без этих людей, таких как Харон, Тамара, и вообще эта отрасль, это невозможно. И после первого именно вот этого кинофестиваля, если сейчас, тем более, вот благодаря этому подкасту еще миллионы людей посмотрят, я думаю, что в следующий раз уже будет не 40, а возможно будет 80 или 100. И пускай будет это сложно, пускай это будет чуть дольше, но, по крайней мере, среди них всех выбрать и Тамаре, и Харону будет намного проще и качественнее выбирать. Нисколько мы не говорим, что остальные плохо делают, но всем, кто увлекается историей нашей культуры и традиции, у нас есть великолепные учителя, и есть Харон, как президент, как председатель. Нужно только обратиться. Следующий вопрос тогда, вот прям очень важный в контексте. А вы вот непосредственно с какими ошибками в изображении истории чаще всего сталкиваетесь? В одежде, о датах, в основном одежда, но это сложности из-за того, что у нас очень скудная база, и в социальных сетях мы Харону плачем и рассказываем каждый раз это. Тамара говорит, как это должно быть, если даже будет. То есть костюмы, все, конечно, сопряжено, все без всякого сомнения, вы должны понимать, после 2 длительных войн, или называйте как хотите, сейчас собирать обратно всю киноиндустрию, это не так просто. Даже для нашего Министерства культуры. Почему? Потому что это
вы знаете, сколько Голливуд тратит, сколько Минкульт России тратит на это. Это миллионы, миллиарды, если не больше. Поэтому мы, конечно же, самое большое, с чем сталкиваемся, это в одежде, в поведении, в манерах, как себя вели те или иные исторические личности. Потому что каждый режиссер, он такой, знаете, у него свое видение, там и романтизм присутствует, а это, стоп, подождите, это история. А в истории тут нужно быть очень. Почему? Потому что вот, мы позволили с Амадом, допустим, там сделали Шейх Мансура в темном тонаже. Тамара сказала сразу, нет, никакой сюрьмы, никаких черных глаз, ничего этого подобного не было, чтобы так не было. И это великолепно. Если вы это пропустили, в следующий раз мы могли поставить, извините, конечно, какого-нибудь нигера, афроамериканца в роли шейха Мансура. Ну, как сейчас сегодня пытаются сделать Иисуса Христа черным, в Голливуде, я имею в виду, ради каких-то политических моментов. Такого допускать нельзя. Мы знаем, что очень сильно оспаривается шейх Мансур. Кто-то говорит, что он итальянец, кто-то говорит, что он татарин, третий говорит турок. А вот как Амад пойти и докопаться, взять, поднять все архивные документы, где он на суде, перед судьей говорит, я чеченец, и допрашиваемый Шишкович говорит, что он чеченец. Документы-то есть, все есть. Поэтому вот такие моменты, это очень важно, и нужно, с этим мы сталкиваемся, и, даже элементарно. Один самый маленький пример в конце. Когда Амад подобрал биту шейха Мансура, у него рыцарская прямая шпага. У шейха Мансура. Но у чеченцев не было таких. Это не короткий кинжал. То есть Амаду нужно было найти какой-то момент, чтобы эту саблю хотя бы чуть-чуть завернуть. То есть мы должны понимать, что здесь культура Турции очень сильно влияла. Мы знаем, что у нас есть книги «Чеченское оружие». И если его сравнивать, то это, конечно, английский меч, но никак не. И Амаду пришлось его там как-то, каким-то образом чуть свернуть, чтобы даже к этому. То есть это маленькая деталь. Из всего фильма, в принципе, могут не обратить внимания. Но если нам завтра скажут, что это оружие крестоносцев, зачем у чеченцев вы сейчас приписываете и вы обманываете? Это сразу же критика в адрес нашего председателя киноиндустрии и всех остальных. Поэтому мы пытаемся эти моменты как-то... Так получается тогда для нас, непосредственно для чеченского кино, оно само кино должно быть объективным источником, да, историческим. Именно вот. Или может быть интерпретация, этого нельзя. Я честно скажу, вот что касается остального современного мира, я думаю, это лучше ответит Харон и Тамара, но что касается истории, тут желательно, как бы ты ни интерпретировал, но чтобы это четко, 100%, 99% совпадало с нашей традицией, культурой и адатами. Про современное кино я не могу сказать, это уже решать более старшему поколению, они лучше видят свои взгляды на это. Но исторические, как это сделал Амад и пытался максимально, мы и на кинофестивале, когда собирались Харона, попросили, и все, кто там представитель Министерства культуры, Миннацполитики, мы сказали, пожалуйста, внесите в реестр, сделайте так, чтобы хотя бы в социальных сетях, когда мы делаем фильмы, ты знаешь, что сейчас в основном делают через искусственный интеллект, чтобы там, из-за скудости бюджета нашего, так сказать. Почти всегда. Да, бюджет и нам приходится использовать искусственный интеллект, чтобы там, я помню, мы с Амадом разговаривали, он говорит, Башлам, мы бы взяли оттуда то, что ты просишь. Но даже сам искусственный интеллект отказывает нам, потому что нету этого материала. Нету чеченских костюмов, как они выглядели. Нету чеченского оружия. А это сделать можно только непосредственно через наше Министерство национальной политики, Министерство культуры и с ними совместно работающие Харон, Тамара и остальные. Поэтому вот такая Получается, ситуация. объективность историческая, она обязательно присутствует. Обязательно. В исторических фильмах обязательно, Абсолютно. конечно. Очень обстоятельно сказал о роли истории в кино. Конечно, без сомнения, исторические моменты нужно знать досконально. Если ты берешься какой-то исторический персонаж, разрабатываешь какой-то исторический факт, ты должен изучить досконально все это дело. И это не только твоя личная, как постановщика, работа. Ты должен с историками, с этнографами, со всеми специалистами, которые в этой теме могут тебе помочь. Ты обязательно должен... Это почти научная работа, если ты на историческую тему снимаешь фильм. Это очень важно. Наш фестиваль осветил еще несколько проблем. В этом тоже его ценность.
мы поняли, что нам необходима какая-то структура, изучающая наш исторический костюм, наш исторический быт. Вот эти проблемы мы решили, какие у нас возможности, чтобы мы хотя бы поставили эти вопросы и создали в рамках нашего киноклуба комиссии, которые, насколько это возможно, будут заниматься вот изучением нашего костюма. К этой теме вернемся обязательно. Она очень интересна, потому что эту заявку как раз-таки кинофестиваль и оставил нам, чтобы был создан такой комитет, который бы вот оценивал бы именно историческую точность и ряд вопросов, которые можно было обсудить. И это на самом деле вот для нашего менталитета, так как это чеченское кино, я всегда и в наших беседах поднимаю вопрос. И мне всегда так кажется, потому что нам нужно создавать чеченское кино с чеченским духом. То есть, посмотрев некое кино, чтобы иной какой-то зритель понимал, что именно это кино о чеченцах, про чеченцев, и что именно чеченцы. Вот как, например, блокбастеры, фантастики, у нас ассоциация идет с Америкой. Вот я сейчас недавно смотрел иранские фильмы, они тоже философски очень интересные, есть свой такой колорит. И вот исходя из этого, конечно, хотелось бы вот в чеченском кино как раз-таки те темы, которые мы обсуждаем, это, можно сказать, цвет нашего кино будет. Хочу добавить к твоим словам. И это подметили, и многие это знают. Если не прав, можете поправить. Если не мы сделаем наше чеченское кино, то его сделает кто-то вместо нас и будет показывать. Мы все прекрасно помним и «Грозовые ворота», фильм, который Ахмад Хаджи Далазов обалдовал, когда он рассказывал на телеканале, он говорит, 4 человека пришли и снесли все, говорит, ну что же такое, говорит, как так можно? А тот же бывший экс-президент соседнего региона Евкуров тоже заявил, сказал, посмотрите, у нас есть Хампаш Нурадилов и остальные герои Великой Отечественной войны. Но почему вы не снимаете фильм, не показываете в регионах? То есть вместо нас снимают. Ну и как нас преподносят, если мы становимся недовольны, тогда мы подходим к твоему вопросу. Тогда мы должны сами снимать. Чуть хотелось бы сейчас вернуться к теме кинофестиваля. И вот очень интересный вопрос у меня, Тамара, к вам. В плане увиденных кинофильмов конкурсных, как вы оцениваете их уровень, это самое главное, то есть по уровню съемок, драматургии. И самый ключевой момент, когда вы их смотрели как философ или как зритель? Вот это самое основное. И были ли фильмы, которые вас удивили до глубины, вот, что для вас подчеркнуло именно в плане философской части и как зрителя, например? Но я вам скажу предельно честно, вот свои ощущения, я думаю, вам это любопытно будет. Фильмов было много, я даже растерялась, смогу ли я вот все это посмотреть. Но вот я начала добросовестно это смотреть. Не скрою, но фильмы были разные, довольно слабые фильмы были. Я просто даже вот уже дальше не смотрела. Ну, понятно было, как бы и режиссура слабая, и мизансцены совершенно неадекватные, ну и так далее. Но вот несколько фильмов меня правда удивили, и я просто обрадовалась. Один фильм я прямо защищала, Харон, наверное, помнит, и хотела, чтобы он выиграл, и он, слава богу, выиграл. Просто очень удивил. Вы понимаете, что очень важно? Вот Башлам правильно сказал, это кино должны делать мы. Но почему мы должны делать это кино? Потому что я вот верю в то, что наш кинематограф имеет большой потенциал и большие шансы выйти на мировую арену со своим лицом, особым лицом. Это чрезвычайно трудно сейчас сделать. Вот в том, как вам сказать, в том шуме кинематографа, который есть, в том разноголосии, который мы сегодня имеем, вы должны услышать ритмы своего народа, ритмы, его немногословность, его сдержанность, емкость его понятий, которые вот чеченец говорит, не говорит пустых слов, понимаете? Мы не привыкли это делать, мы привыкли говорить вот
вот эту тишину, паузы, которые умеют выдерживать наши мужчины особенно, да. Вот я бы хотела, чтобы наши режиссеры не увлекались, вот инновация сама по себе не есть достоинство. Почему традиционное кино нас так пленяет? Мы уже навиделись этого всего, всех этих потуг быть интересными, привнеся что-то, да. Мы даже устали от всего этого. Мы хотим живой человеческий голос, живую человеческую жизнь, полные смысла глаза, не пустышки какие-то. Мы унижаем этим зрителя, хотя зритель и не готов, но мы обязаны его подтягивать, а не давать ему то, что ему вот это вот зрелище просто. А кино имеет крупный кадр. Вы имеете возможность приблизиться к лицу человека, чего не имеет театр. Режиссер – это тот, кто слышит ритмы, звуки своего народа. И вот, например, короткометражный фильм Ахмада, да, о шейхе Мансуре. Мне очень понравилась вот эта последняя сцена. Они почти не говорят. Он заходит, он услышал весть о гибели Мансура. Он не может говорить. Чеченцы не могут причитать, не могут говорить в горе. Они сжимаются в кулак и молчат. Говорят их движения. Вот знаете, есть такой художник Джотто, это прото-ренессанс, начало ренессанса в Италии. Ну, это христианский художник, и вот у него есть немало таких, ну, абсолютно гений, потому что он может показать печаль и беду через спину человека. Его спина изображает печаль. Вот вы смотрите, он сидит спиной, это оплакивание Христа, да? Он сидит спиной. Эти одежды, фалты одежды, и его вот эта спина его говорит о какой-то неизбывной печали. Вот такие вещи, вот там это происходит. Вот и когда он заходит, и эта жена молчит, и он не кричит, говорит, а знаешь, вот умер, вот такая беда. Другой, может быть, не чеченец, выразит эти чувства так. Но здесь происходит вот это чудо. Они буквально фразами обмениваются. И как бомба имя этого мальчика, понимаете? Вот просто, вот я хочу, если наши режиссеры поймут, что они должны выйти в мир вот с этим особым стилем, а он не особый, он читается во всех вас здесь, он есть у наших мужчин до сих пор. Мы ведь культивировали мужской генотип, и поэтому мы столетиями культивировали, даже в женщинах мы мужские какие-то достоинства ценим. Поэтому вот, и это народ такой. Если бы мы были многословные, причитающие, мы умели держать паузу. Мы умели держать свою боль. Мы умели справляться с ней. Вот это вот все, если вы должны услышать. Вы должны это услышать. Как раз-таки вот вы подошли к той теме, которая у нас следующая. Кино в Чечне. Соответственно, это и вытекает с темы кинофестиваля. Тут у меня еще есть такой очень интересный вопрос, который я чуть позже задам, но обсудим, перейдем как раз-таки к этой проблеме. Лично вот мое мнение, национальный чеченский колорит, вот как вы и сказали, вот этот вот, скажем так, характер чеченцев, отраженный в чеченском кино. У нас мало ребят, комьюнити, которое непосредственно обучалось именно драматургии, вот таким вот ключевым вещам, которые помогают непосредственно режиссеру отразить эти моменты. Потому что у нас все начинающие, любители, в основном любители, и по большей части, с чем они ориентируются? Это своей насмотренностью. Просто у нас, у каждого человека, когда в процессе жизни смотрит разные кинокартины, он со своим видением, нативно в голове у него есть какое-то видео, он даже не осознает, что это те же ракурсы, тоже, что он раньше видел. Как раз таки вот первый вопрос на эту же тему, Харун, я хотел к тебе задать. Вот какие жанры и темы сейчас у нас доминируют в фильмах, которые снимаются в республике? Можно сказать, даже общий, кто-то сможет из вас даже дополнить. Ну, судя по сегодняшнему списку фильмов, которые мы просмотрели на фестивале, у нас основная тема, она и должна быть основной, это наша история. Исторические, получается. Да, у нас очень
неразработанная история. Она практически, мы с нуля все это разрабатываем, изучаем. Вот этот процесс одновременный. Все наши ребята, которые занимаются кино, они увлечены нашей историей. Это самое дорогое. Как кто-то уже сказал, они интуитивно подходят Нативно, к да. своей профессии и достигают каких-то определенных успехов, что нас очень радует. И если бы они еще имели какую-то квалификационную подготовку, какую-то профессиональную подготовку, наверное, они создавали бы шедевры. Я надеюсь, что мы сумеем и этих ребят обучить чему-то. Это наша задача. С этим вопросом мы знаем, что Харван и проводил, и по мастер-классам помогал для ребят, тот, кто хочет изучать этим делом профессионально. У нас такая ситуация в культуре и в традициях. Ни Тамара, ни Харван не будет говорить, я это сделал, я это сделала. А мне, как человеку со стороны, это известно и видно, что приложили огромные усилия и проводят, и Харван пытается привлечь и специалистов, и мастеров своего дела, чтобы разработать, чтобы у нас был профессиональный был подход к этому. Но мы должны, опять же, учитывать один момент и нюанс. То, что ты сам пережил, ты можешь это показать. Как ты это сделаешь, под каким ракурсом, и то, что говорит непосредственно Харван, его можно показать как видение режиссера или постановщика, да? Или же можно показать как профессионала, у которого есть образование, который знает, как оно должно быть. То есть стандарт. Если мы будем подгонять под общий стандарт, российское кино, со всем уважением, это не Голливуд. Голливуд тоже. А Россия относится к голливудским фильмам точно так же. У нас свое видение, русская культура. И каждый по-своему прав. Если то поколение, которое сегодня занимается фильмами, вот буквально 2 дня тому назад я смотрю, в Австрии чеченец снимает фильм. Представьте себе, он задействован в Австрии, в Вене, чеченец молодой снимает фильм. Задействованы спецслужбы Австрии. Им выделили полицейских, спецназовцев, которые, не снимая маски, показывают, как стреляют. Они снимают культуру и быт чеченцев в Европе. Они могут это снять, опять же, через призму тех чеченцев, которые эмигрировали по различным, эмигрировали в Европу. То есть мы можем снимать сегодня хорошее кино о жизни, о традиции, о культуре, то, что мы пережили. У нас и бабушки, и дедушки все живы были. И то, что рассказывает Тамара, и то, что рассказывает Харван, и в первую очередь ты сам это подметил. Если мы будем снимать свое кино, не обязательно там на родном, можно с субтитрами даже, без разницы. Преподнесем его, рано или поздно мировому сообществу придется с этим считаться. И если они говорят, что они относятся к демократии, как везде, они должны будут увидеть наш взгляд. Современный образ жизни очень сложно пропустить через призму киноиндустрии, потому что они себе там позволяют такие вещи, которые мы себе никогда даже представить не можем. И маловероятно, что в ближайшее время мы с этим... И слава Богу, что не разрешат. Потому что, упаси Бог, конечно, что... Башлам, я вас уверяю, вообще в обществе, не только у нас, и за рубежом, везде, сегодня, наоборот, тоска по какой-то нравственности, да. по семейственности, по любви. Этнотуризм самый... Совершенно верно. Этническая Они привязанность. нас услышат. Вот знаете, вот так вторгся скандинавский кинематограф. Вот я, кстати, хочу сказать, вам стоит посмотреть вот Ингмар Бергман, его фильмы, вот эти, вся классика его, да, Бергмана. Вот они немножко на нас похожи, они вот такие же, немногословные. Хотя их очень такие. сильно критикуют. Их критикуют. Очень критикуют. Ну, пусть их критикуют. Я сейчас Да, вот... они своё у них показывают. есть шедевральные культовые фильмы у Бергмана. Вот посмотрите. Обязательно посмотрите. Это, как сказать, у нас, знаете, темперамент чеченца находится внутри его вот... Как сказать? Исторической памяти. Нет, он скован, вот что одевают, кольчуг, как в кольчуге. Мы не расплескиваем его, он вырывается, когда наступает момент. Он не расплескивает его по мелочам. Вот я просто из истории этого могу сказать. То есть, по-вашему, если это расплеснется в киноиндустрии, мы можем... Да, нет, мы будем смешны. Мы будем смешны.
Мы в киноиндустрию должны ввести чеченца. Чеченца, немногословного, сильного, любящего, понимаете, и преданного бесконечно. Это правда, они такими и были. Наши отцы, которые не ласкали нас, не брали нас на руки, шли и умирали за нас. Понимаете? Шли, голодали, работали на шахтах, за пазухой несли этот хлеб, не ели, чтобы накормить. Это были наши немногословные отцы. Вот надо ввести вот такого героя. Вы понимаете, Мансур, вот для меня шейх Мансур, это просто вот Хасуха Мансур, это вот просто, такие абсолютные авторитеты, понимаете, абсолютные. Вот как раз-таки вот в дополнение тому, что вы говорите, напрашивается просто вопрос сам собой. У нас молодежи очень много в кино. Понятно, да, что вот производство контента, соцсети, люди как бы понимают, что еще плюс заработок с этого имеет, это как бы мотивирует молодежь. И именно вот, если мы говорим как раз-таки о нашем коде кино, пусть это будет так, вот чтобы им это донести, чтобы они это поняли, вот первостепенно, как вы считаете, здесь все-таки вопрос будет для них стоять в образовании, в нехватке денег или в нехватке амбиций этих людей? Вот. Да, я поняла ваш вопрос, но ответ, возможно, будет для вас неожиданным. Вы знаете, это пройдет только тогда, когда мы явим миру хотя бы 1, 2, 3 действительно достойных фильма. Шедевр. И люди это увидят. И вот эта молодежь поймет, какими игрушками они занимаются, что это постепенно станет невостребованным. Им запретить ничего нельзя. Они делают то, что могут. Они делают на потребу, Да, как на рынок. раз-таки, да, Понимаете? да, Они да. делают на потребу. Вы же знаете, что шедевры вообще и художники, и в кинематографе все лучше делалось всегда вопреки, не благодаря. Да, вопреки и спонтанно. Вопреки, не Да. благодаря, да, с большим трудом. Есть Еще правда. в искусстве такой жестокий закон, только страдавшая душа способна что-то выдать вообще. Вот так, если какой-то фильм, послушайте, чеченские режиссеры выставили, пусть он выстрелит, да, вот тогда пойдет процесс. А вот Надеемся. этот процесс ускорить нельзя, Башлам. Да, я не спорю. Люди сами должны созреть, а молодежь, она креативная, она сразу уловит, что в воздухе витает. И те, которые из них действительно талантливы, они найдут себя. А те, которые не могут это делать, они просто останутся на обочине. Да. Мы плавно переходим, если мы говоря о культурном коде и о той ответственности, о которой мы чуть ранее говорили. При ранних встречах была идея, непосредственно после самого кинофестиваля у нас зародилась эта идея, как один из первых шагов, создания экспертного совета. Мы пришли к этой идее, который будет заниматься по вопросам соответствия культурно-нравственного критерий фильмов, снимаемых в республике. И вот, исходя из этого, сразу напрашивается первый вопрос. Харун, я хотел бы тебе сказать, на ваш взгляд, кто должен входить в такой совет? Только профессионалы кино или философы, историки, общественные деятели? Какой статус должен быть у этого совета? Рекомендательный или обязательный? И самое главное, что будет волновать наших молодых киноделов, не станет ли этот совет барьером для молодых режиссеров, у которых и так мало ресурсов? Одной из положительных достижений нашего фестиваля, я считаю, состоит в том, что мы эти фильмы, которые мы просматривали, увидели их недостатки, увидели их достоинства и поняли, что есть фильмы, которые обязательно нужно пропустить через призму наших экспертов. Да. Почему? Все наши деятели кино, они от души, с благими намерениями всю свою работу делают, но, к сожалению, у них бывают такие грубые ошибки,
оценки наших обычаев, к некоторым нашим традициям, что становится просто стыдно даже смотреть этот фильм самому. Вот таких работ там было несколько. К большому сожалению, я очень уважаю этих ребят, которые занимаются фильмами. Они от души и, наверное, подчеркну опять, из добрых побуждений они все это делают. Но не все у них, наверное, по личному недопониманию там. Ну, может, тут больше вопрос, они неправильно подготовились, не глубоко изучили Конечно, вопрос? Нет, может? к сожалению, не в этом вопрос. Они просто изложили свое видение, так как они видят его, а не как должно быть. К сожалению, это получается противоположный эффект. То, что они думали одно, а то, что мы видим в результате, совсем другое. К сожалению, вот такие ляпы бывают, и поэтому мы решили, что мы очень по-доброму относимся ко всем фильмам, ко всем ребятам, которые занимаются кино. Но мы не можем допустить, чтобы такие грубые ошибки мы выносили на публику, на экраны наших, телевизионные экраны там или социальные сети. Это просто недопустимо. Наш гражданский долг подсказать этим людям, что такие вещи допускать нельзя, и мы свой народ представляем в совсем другом свете, где на самом деле мы-то знаем, кто мы и что мы. Харон, вот в защиту тем ребятам, пусть это будет в защиту, бывают такие реплики с их стороны, потому что я непосредственно из этой среды. Бывает такое, что ребята, те же люди говорят то, что они так видят, первое, или это художественное кино, второе, или это, можно сказать, какие-то, скажем так, наработки ихнего видения. И вот я хочу, чтобы вы непосредственно донесли этим ребятам, хотя я для себя уже понял, в чем опасность, почему так критично для нас, и почему мы конкретно создаем этот экспертный совет, в чем опасность таких работ, если еще глубже, для подросткового поколения или для тех, кто не в курсе. Вот именно почему так важно, вы акцентируете именно на этом, почему-то это нельзя. Вот оно художественное кино, не документальное, но вы все равно говорите, нельзя. Почему? Нельзя. Художник волен, конечно, в рамках своего творчества, он волен мыслить там или для нас снимать фильм там и свою какую-то позицию преподносить. Он волен, конечно, по-своему трактовать какие-то события, но традиции наши трактовать там. Это ключевое получается. Обязательно. Он никогда, ни один художник в художественном ли фильме, в документальном ли фильме не имеет права отходить от исторической достоверности, от национальной нашей ментальной достоверности. Вот эти принципы он обязан соблюдать. Но он волен просто какие-то частные вещи он может трактовать по-своему, какие-то события он может добавлять, там, убавлять, приукрашать, чтобы фильм густоты красок, так сказать. Но вот эти основополагающие вещи он не имеет права трактовать по-своему. Там нету трактовки, там есть определенная линия, которая у нас существует. Эту линию он не имеет права отходить ни вправо, ни влево. И это не цензура, это наша общая задача соблюдать ту канву, которая необходима для соблюдения принципа нашего общежития, чеченского общежития. Вот этот принцип мы не можем
подвергать сомнению там или трактовать по-своему. Вот какая задача лежит. И этот экспертный совет, мы просто решили, что он просто необходим. И в этом совете, я думаю, что должны быть и историк, и философ, и специалист по кино, и люди, которые разбираются во всех вот этих сторонах нашей жизни, нашей ментальности, наших исторических фактах какие-то. Обязательно мы привлечем туда все сферы нашей культурной жизни, и историков, и этнографов, и всех людей, которые нам могут помочь. Это сразу, опять-таки, тут критический вопрос. Мне кажется, эти вопросы будут очень интересны зрителям. Зная нашу ментальность, тех же наших киноделов, я думаю, туда еще свое мнение у нас Башлам добавит. И для вас, Тамара, у меня на эту же тему тоже есть вопрос. Как избежать того, чтобы вот именно этот совет не превратился в цензурный комитет? Первую причину, которую я могу сказать, и которую, например, наши киноделы могут интерпретировать, зная вот именно наш менталитет, сказав, что вот почему именно мой фильм, то есть воспринимать это как личное. Вот такие острые углы мы обходить как будем? Есть ли у нас какой-то план или мы будем над этим тоже работать? Мы будем просто их убеждать фактами, какими-то примерами, но я еще раз повторю, что мы и в пику им или цензуру какую-то им мы не собираемся, и препоны какие-то ставить их творчеству. Решение будет за ними в любом случае. Конечно, да. мы им просто подскажем, мы их направим на правильный путь, если они сумеют понять, о чем мы говорим, а я надеюсь... Это будет только консультативный Да, орган. да, да, Там конечно, не комитет, государственный комитет по цензуре. Нет, Этого конечно. нет. Уже все-таки другое время, другие нравы. Просто общая картина, вот если сейчас мы опять вернемся к просмотрам фестивальных фильмов, общая картина довольно печальная. Еще раз повторюсь, что ни костюмы, мы не знаем, какие у нас были вот предыдущие века, ни бытовые какие-то элементы мы не знаем. Вот это все, это наша общая беда. Это не их беда, это наша общая беда. И задача. И задача. Вот эту задачу мы должны решать. И мы эту задачу будем решать вместе с ними. Не как цензоры, а как просто старшие товарищи там, или доброжелатели, или, я не знаю как. Но это наша общая гражданская задача, чтобы поставить их на путь истины. Для Тамары у меня есть очень важный вопрос. Тамара, к вам. Вот как доктор философских наук, по вашему мнению, какие критерии вы поставили бы во главу угла в оценке нравственности этих фильмов, будучи, например, в составе этого экспертного совета? Нет, вы знаете, критерии нравственности у всего человечества одни. Нравственность, она или есть, или ее нет. Не просто. убей. И все, да. И она или есть, или нет. убей, Вот я не укради. хочу Да. продолжить вот тот разговор, который вы предварительно начали, и сказать такую вещь. Да, мы никого не можем заставить что-то делать. Он имеет право на свое видение, на свое мнение. Но он должен понять, что он будет предан астракизму, если коснется портрета своего народа. Он может какие угодно коллизии в фильме показывать, но он не может лгать относительно своего народа. Это табу, это над схваткой. Это вообще нельзя касаться, даже это очень бережно нужно. Да, если он показывает какую-то маргинальную личность, которая нарушает адат, это может быть. Но мы должны знать, что адат-то вообще-то вот такой был. Понимаете, что в чеченском обществе к этой коллизии, к этой ситуации было вот такое отношение, вот такое поведение. Он может, его герои как могут нарушать. У нас мы не были белые пушистые, у нас тоже были какие-то маргинальные личности и так далее. И нарушали. В этом и состояли все эти коллизии. То есть, понимаете, но мы должны знать, что это
это как раз нарушение того, что было. Понимаете? Мы вообще начинаем являть себя миру, чеченцы. И только сейчас начинает раскрываться наша истинная история, наша истинная культура. Вы понимаете, такая мелочь, которую я вот в Оксфорде делала доклады, я сказала, просто я даже не думала, что это вызовет такую реакцию. Такая мелочь, что мужчина, я говорю, вот чеченец, не называет членов своей семьи, говоря о своей семье, не употребляет слово «моё». Понимаете? Полное непонимание, А что, говорит, что у вас что? Для них это Понимаете, шоком, да? да, шок, абсолютный шок. Я говорю, но дело в том, что у нас было очень много сирот. И люди выработали код, вот это необычайно гуманное отношение к тому, потому что в Чечне постоянные были войны, было много сирот. И он говорит, когда война с Багар, она и твоя мама. Войда вари, войкан твори, понимаешь? Это мило. А у нас, у чеченцев, масса таких вещей. Во-первых, опять же, в этом заключается наша традиция. Особенно сильно с этим не столько Тамара и Харон, очень сильно сталкиваются с этим вопросом. И мы и на первой конференции, и когда мы встречались с Хароном, мы этот вопрос поднимали. Когда художник волен рисовать как угодно, тут никаких вопросов нету, но он может себя рисовать и от своего имени, но не народ. Тут есть особая грань, которую нельзя табу нарушать. У нас есть великолепные историки. Я не хочу сейчас называть их фамилии. В свое время они написали книги, в свое время под цензурой или как угодно назовите. Сегодня те ребята, которые работают по истории, до сих пор не могут очиститься от этих книг. Потому что те люди, которые вроде бы и братья, и соседи, как угодно называйте, которые с нами жили бок о бок тысячелетиями здесь, а некоторые были, возможно, частью нашего единого народа, сегодня эти материалы используют против нас. Потому что в свое время этот человек написал, не подумав о том, что мои потомки будут от этого страдать. Если ты сегодня снимешь фильм, я же не просто сказал, представьте себе Тамару и Харона в комиссии, которые будут обсуждать неформальное кино в Чеченской Республике. Как это будет выглядеть? Это недопустимая вещь, если брать крайности, я говорю. И поэтому, когда мы говорим, что человек снимает фильмы, призму вот этой его картины, художественной, исторической, если его видят миллионы людей, они, к сожалению, сегодня Я же вам до этого мы говорили, я начал любить шотландцев и уважать ирландцев из смеха. Почему? Я через призму этого фильма. Возможно, они не были такими. Хотя это говорят и реальные случаи. Я читал по нему и аннотацию, и книги читал по этому. Вот точно так же будут воспринимать. Если сегодня Харон, Тамара себя они могут и позволить себе по профессионализму, если они будут вести так, как они хотят, они могут быть другими. Но они понимают, Харон знает, что он нохчу, Тамара знает, что он нохчу. И они никогда в жизни не позволят те вещи, даже которые бы они могли по статусу себе позволить. Ты, конечно, вольный человек, ты можешь снять как угодно фильм. Это мое видение, там мои финансовые затраты. Я делаю все, что хочу. Возвращаясь к этой же комиссии, которая говорит Харон, это консультативный орган. Это не цензура. Но ты должен понять, эти люди, которые тебе говорят и пытаются тебя направить на правильное, не послушаешь их, появятся обязательно. Мы знаем, что есть определенные органы консультативные, не консультативные, а комитеты, которые тебе скажут или. Ты можешь потратить 30 миллионов, 20 миллионов, Харон знает, о чем я говорю, снять великолепный фильм. Но тебе один дядька скажет, не пропускать. Все твое творчество. Амаду снял великолепный фильм про шейха Мансура. Были ли критики? Я Амаду позвонил, сказал, будут критики, Амад, запомни. Ты пожалеешь то, что вообще начал за это браться. Тебе будут ставить препоны. Не потому, что ты не профессионал, не потому, что ты плохо снял, а просто потому, что ты это сделал первый, сделал это профессионально, и вопреки ты это сделал. И если хабизм будет сумнах, после этого тебе трудно будет.
И альхамдулилlah, он нашел и Харуну, и Тамару, которые и остальные люди говорят, не останавливайся. Но надо дальше уже. И этот комитет, он особо важный. Если мы будем дозволять себе все что угодно, мы тоже обсуждали на одном из круглых столов по кинофестивалю, не кинофестивалю, а вообще в этой индустрии кино, кажется, там ты тоже был, да? Мы обсуждали фильмы, которые сняты, так сказать, не на территории Чеченской Республики, а за пределами. Но есть вещи, которые, как Харун Тамара говорит, что непозволительно себе. Там говорить и обсуждать со своим, там, не знаю, братом о своем замужестве, или я сбегу там с этим парнем и так далее и тому подобное. Это ужас, это кошмар. Для европейской культуры, с их мультикультурализмом, может, это и вполне нормально. Но тогда пусть позиционируют себя Да, как да, европейцы, не но- говорят, но- что они да. чеченцы. Да. И поэтому эта комиссия, она, конечно, слово цензура очень сильно не любит. После развала СССР многие не любят. Возможно, там и хорошие моменты были, многие прикрыты. Но суть не об этом. Мы должны понимать, если через книги, Дейл Кахьетан Сани, сейчас мы прослеживаем, мы говорили, и Хасане Бакаеву с Ахмадом говорили, великолепные люди, которых ты читаешь книгу. Возможно, они не открыли Америку, но ты читаешь, ты понимаешь, этот человек любил свой народ, свою историю. Я в словах Тамары вижу ту же самую любовь. У нас были, да, были критические моменты, но за эти 20 лет, Тамара, Харун, вы же знаете, сколько на нас грязи лилось. Мы не умеем ни кино снимать, у нас нету ни культуры, мы только бандиты и так далее и тому подобное. Если ты плюнешь историю прошлого, то обязательно ожидай, что рано или поздно он прилетит с будущего. Поэтому нужно Сочи. Комиссия и орган великолепны. Главное, да, чтобы немножко свои силы мы обычно, Харун, ты же понимаешь, когда чеченцу даешь власть, они начинают там буйно метать, а я сказал, и столько так нет. Это консультативный орган, и обязательно, ну, все знают, что если мы будем в таком формате, и людям объяснять доходчиво, то, что вы снимаете на века. Так, у нас последняя тема. Снова мы вернемся к теме нашего кинофестиваля, про его будущее. Да, мы открыли глубинные смыслы вообще в сфере кинематографа и даже подчеркнули наш национальный колорит. Мне понравилось на самом деле многое, что здесь было сказано. Вот, Харун, хочу к тебе обратиться с этим вопросом. Вот мы говорим о том, чтобы сделать наш фестиваль ежегодным. Вот, на ваш взгляд, насколько это реалистично и что для этого нужно сделать нам уже сейчас? Вот, какие-то практические шаги, не говоря уже о том, что мы сделали, вот, что бы вы сказали кратко? Если говорить кратко, то, что у нас первый фестиваль состоялся, это уже гарантия того, что у нас есть резерв для продолжения и сделать это традицией. Я уверен, что мы сумеем сделать этот фестиваль традиционным, ежегодным, но мы уже должны над этим работать. Все, что мы сегодня обсуждали, Да, собственно. это все мы говорим о перспективе нашего кино. И я надеюсь, что сегодняшняя наша беседа будет дополнительным вливанием в работу над подготовкой к фестивалю. И последнее, вот мне хотелось бы от каждого из вас в одном предложении обратился бы к нашим начинающим молодым киноделам, которые начинают свой путь в кино. Коротко, что бы вы им сказали? Может каждый высказаться? Я бы сказал Напутственные нашим, слова. во-первых, я всех наших любителей кино очень уважаю, желаю им всем больших успехов в своей творческой деятельности и хотел бы их просто призвать к тому, чтобы мы другие люди, у нас человеческое достоинство очень высоко ценится. Я вас призываю уберечь нашу публику вот от этих ваших Деструктивных моментов. Кино сложный организм такой.
И надо быть готовым, что никто не будет там... Вы знаете, даже когда вот вы говорили, я вас слышала в контексте, что вот если бы вот дать много денег, появится хороший фильм. Я не очень в это верю. Понимаете? Эти деньги... Кто это говорил? Может появится коммерческий фильм. Нет, может, да. Более того, деньги это тагзеве шумдует. Это очень испытание большое, деньги. И человек может не устоять перед этим. Он быстро вам сляпает какой-то, да. А этот страдалец тихим сапом, может быть, создаст шедевр. Это уж точно. Жизнь жестокая, Башлам. Я согласна с тобой, что она жестокая, что нужны какие-то материальные ценности. Но история, вот, например, кроме Рубенса, история искусства не знает ни одного счастливого художника. Ни одного. Да и то его счастье было очень призрачным, да. Просто он там очень много чего мог сделать и так далее. Вот я хочу, чтобы молодые люди не думали, что вообще это вот как-то жаловаться даже и не стоит. Если не можешь... Пиши стихи. Мне нравится, мне нравится, писать не можешь, мне нравится вот то, что ваша пиши стихи, реплика «вопреки». Вопреки. А посмотри, все фильмы, они были... Самые шедевры были не приняты. Если говорить коротко, что бы можно было пожелать? Дерзайте, пробуйте и поймите, не ошибается тот, кто ничего не делает. Вот и всё. Замечательно. Замечательно. А вот и подошел, в общем, к концу наш разговор. Мы говорили о фестивале, который уже позади, о кино, которое только начинается, да, Алмула. Сегодня мы услышали 3 голоса. Организатора, доктора философских наук, историка, общественника. 3 взгляда на одно пространство. 3 версии того, куда нам двигаться дальше. Барт прошел, но он оставил после себя идеи. Одна из этих идей – экспертный совет. Второе – это культурный код. Очень важные и глубокие темы, которые нужно разрабатывать, продвигать. И мы сегодня обсуждали особенно подробно, именно делая акцент на этом. Не забывая, что кто мы, какая у нас культура, нравственность. И я сам лично убежден, что в кино именно это нужно показывать и отражать. И также мы поняли, что наш фестиваль «Барт» должен стать ежегодным, и мы будем делать все, чтобы он вышел на международный уровень. Спасибо моим гостям огромное за вашу искренность, честность, за вашу экспертную часть. И спасибо нашим подписчикам и зрителям, что нас слушали. Чеченское кино будет жить, и мы будем делать все, чтобы оно было искренним, глубоким и настоящим. До новых встреч, друзья. Спасибо. Огромная благодарность нашему председателю, нашей Золотой Тамаре за то, что вы дали возможность поучаствовать, и нашему непосредственно представителю, который пригласил на подкаст. Это очень важно, это очень значимо. Мы обсуждаем любые проблемы, но проблемы культуры и нашего культурного богатства, наследия, традиций, и тем более в окружении таких наших именитых людей, это дорого стоит. Потому что без вас не было бы ничего. Поэтому само название этого кинофестиваля, что Барт. В этом заложено каждое слово, которое есть у чеченцев, оно имеет очень большое, емкое, значимое понимание. Барт это как раз таки относится к этому.